В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В Якутске собрались уполномоченные по правам предпринимателей многих регионов России и собрала их на своей площадке межрегиональное заседание. Тема этого заседания – поддержка предпринимательской инициативы. И сегодня гость нашей студии – уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Борис Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Поговорим с вами о предпринимательстве, о том, чем занимаетесь вы конкретно. И вот первый вопрос такой: как вы оцениваете намерение правительства поднять НДС, налог на добавленную стоимость, с 18 до 20%? Какие последствия для экономики? Я думаю, что это не самое популярное решение не только среди предпринимателей, но и среди населения страны. Потому что, конечно же, это неминуемо приведет к увеличению стоимости товаров, цен на полках. Но, с другой стороны, для предпринимателей, особенно тех, которые не связаны с сырьевыми товарами, которые возвращают НДС при экспорте, это серьезная еще и дополнительная нагрузка, потому что как раз на те высокотехнологичные отрасли, где высокая добавленная стоимость, соответственно, будет и нагрузка возрастать. Это как раз прямо против того, что предлагал президент с точки зрения развития не сырьевого сектора экономики, развития именно высокотехнологичных отраслей промышленности. Поэтому, если раньше еще мы говорили о том, что да, придется, может быть, немножко поднимать одни налоги, но за счет сокращения других, то сегодня идет разговор только о повышении. И, конечно, мы сегодня выступаем с предложением правительству все-таки подумать о более сложной структуре изменения налоговой системы, чтобы налоги не только выполняли такую функцию собирать как можно больше денег в бюджет, да, а потом перенаправлять на те задачи, которые стоят перед государством. А все-таки думать о более стимулирующей роли налогов. Ведь иногда бывает так, что правительство считает, чем выше налоги, тем больше сборы бюджета. А мы считаем, что чем ниже налоги, тем могут быть больше сборы налогов, потому что будет расти предпринимательская активность, будет расти экономика, и, соответственно, налоговая база будет увеличиться. Вот за счет чего надо наращивать. Товары будут чаще покупать, вероятно. Конечно, и потому что и товары будут более конкурентные, их будет больше, даже и цены могут вниз пойти, потому что они на конкурентном рынке. А доходы бюджета при этом будут увеличиваться. Второй вопрос касается тоже, наверное, самого непопулярного решения. Это как вы относитесь к объявленным планам по повышению пенсионного возраста? Вы знаете, кажется, что бизнес должен приветствовать, что поскольку сотрудники будут позже выходить на пенсию, это выгодно. Это не так, абсолютно. Вы знаете, наш взгляд на экономику, которая должна развиваться, как я еще раз уже повторю, что за счет внутреннего рынка, за счет предпринимательской активности здесь, за счет производств в России, которые во многом сегодня утеряны, их надо восстанавливать, но уже на новом технологическом уровне, за счет малого и среднего бизнеса. Поэтому мы заинтересованы в богатом покупателе. Мы заинтересованы, поскольку в основном товары идут на внутренний рынок, мы должны наращивать спрос на внутреннем рынке. А что такое спрос? Это люди, которые обеспечены, у которых есть достаточно средств для того, чтобы покупать наш отечественный товар. Поэтому, когда мы говорим о пенсионной реформе, мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы пенсии росли, чтобы люди, которые выходят на пенсию, были более обеспечены. А когда возраст продлевается, то, конечно, становится меньше таких людей. Поэтому мы говорим о том, что, в принципе, конечно, во всем мире возраст выхода на пенсию он возрастает, потому что продолжительность жизни растет. Увеличивается. Но у нас, к сожалению, пока он еще не так высок. Вот, кстати, Якутия только на 50-м месте по продолжительности жизни находится среди российских регионов. Поэтому здесь еще, мне кажется, рановато об этом говорить. Но кроме этого, конечно, нужно ее проводить не только повышать пенсионный возраст и все. А надо проводить в целом реформу пенсионную. Она была у нас с ошибками сделана. Она была, конечно, очень такая либеральная, прозападная, с учетом финансовых рынков и финансистов. Но на самом деле одна главная проблема была заложена, что сегодня один работающий человек, он работает, платит, накапливает на пенсию и платит в пенсионный фонд за 2-3 человек, которые не успели накопить на пенсию. А это быть не может. Баланс не складывается, он не может кормить, один человек не может кормить 2-3. Поэтому государство должно взять за этих людей, которые не успели накопить на пенсию, за пенсионеров еще с Советского Союза. Оно должно уже просто
прекратить все эти спекуляции, там, что пенсионный фонд должен, а мы его поддержим, вот прямо напрямую платить этим людям. Но мы двигаемся дальше. Ваша основная задача – это защита предпринимателей от незаконного преследования. Успешно ли решается эта проблема и легче ли ее со временем становится решать? Ну, к сожалению, пока мы не можем сказать, что мы прямо добились больших результатов, но какие-то сдвиги есть. Мы считаем, что вот здесь, в Якутии, у нас, в общем, достаточно, по той статистике, которую мы имеем, благополучная ситуация с уголовным преследованием бизнеса. Мы не видим таких больших шумных дел, и мы не видим, всего 4 обращения было за все существование нашего института. Другой вопрос – административные дела, штрафы, контроль, надзор, то есть проверки. Вот с этим пока проблем еще много. Конечно, в Якутии видим еще проблему теневого бизнеса. Для того бизнеса, который дела ведет в открытую, это проблема, потому что конкуренция нечестная. А для теневого бизнеса это проблема, потому что у него постоянная угроза, что его придут и накажут, и уголовно, и административно. И поэтому, конечно, выгоднее работать честно, но для этого нужны условия. И вот над этим мы сегодня работаем, будем предлагать и в целом в России, и здесь, в Якутии, систему очень простой, очень легкой административной точки зрения, там, оформления документов и прочее, вообще 15 минут. Не надо регистрироваться, не надо сниматься с учета формы индивидуального предпринимателя самозанятого. Покупаешь патент хоть на месяц, хоть на 3 года, там, по 40 видам деятельности, включая транспорт, и магазины, и учителя, и по большому спектру всяких, там и сельское хозяйство. И это будет, по нашему мнению, очень хороший способ легализовать малый бизнес. Ну и в том числе самозанятых. Естественно, в первую очередь самозанятых. Недавно эксперты Народного фронта провели мониторинг цен на бензин, и, согласно его данным, бензин в Якутии является один из самых дорогих в стране. Вот, к примеру, 95-й у нас стоит 52,5, чуть больше, 92-й бензин почти 52 рубля. Как вы считаете, это предел или стоит ожидать дальнейшего роста? Предела, к сожалению, нет росту цен. Пока мы еще даже далеки от тех цен, которые существуют в Европе, даже в Восточной Европе. Но дело в том, что это неправильно. Просто сегодня такая налоговая система построена в стране, что она стимулирует нефтяные компании вывозить топливо за рубеж. Это выгоднее. И все ориентируются в цене на внутреннем рынке, сравнивают с ценами там, в Европе. И поэтому, конечно, и сегодня налоговый маневр, который вот только что правительство объявило, буквально сегодня я услышал об этой новости, что мы будем все-таки снижать это, и окончательно обнулим экспортные пошлины и повысим внутренний налог на НДП. Это приводит к тому, что условия поставки на экспорт и на внутренний рынок становятся одинаковыми. Там стоял барьер экспортных пошлин, и поэтому выгоднее было по более дешевой цене продавать на внутреннем рынке. Вот сегодня это вообще исчезает. Если это решение будет принято, я думаю, что нам стоит ждать еще дальнейшего повышения. Но мы категорически против этого. Мы считаем, что и нефть, и газ, и электричество – это все наши природные ресурсы, которые должны создавать не доход государства только и всего, да, в виде налогов. Это должен быть стимул развития всей экономики, тех, кто перерабатывает это сырье, развитие секторов с более глубокой добавленной стоимостью, переработкой. А, к сожалению, пока этого не происходит. То есть ресурсы все-таки должны быть не, как вы сказали, да, не источником доходов, а вот способом, точнее не способом, а намного больше наше государство соберет доходов не прямую с «Газпрома» там, или нефтяных компаний, а если они поставят на более дешевой цене свою продукцию для российских потребителей, которые ее переработают, используют и произведут более высокотехнологичные продукты, естественно, предприниматели, то потом налогов будет с них больше взято, чем вот прямо с газа или нефти. Вот. Поговорим про предпринимателей Якутии. Вот как должны защищаться предприниматели, которых некоторых копируют китайские изготовители. Тут касается, например, ювелирной продукции, одежды якутских каких-то производителей. Копии этих товаров массово производятся в Китае, они реализуются здесь у нас по бросовой цене за счет того, что используются более дешевые материалы. Как вот от такого можно защититься? Здесь это сложный вопрос. Это, в принципе, вопрос, связанный прежде всего с охраной интеллектуальной собственности. Надо учиться, надо бороться, надо нанимать сегодня. Я бы, поскольку в Якутии очень богато различными народными промыслами и материалами, которые используются в этих народных промыслах. Сейчас вот мы знаем, что и бивень, к сожалению, ко мне есть, например, обращение, которое вывозится сегодня в необработанном виде за рубеж. Надо выстраивать всю
систему государственных институтов, которые должны поддержать и не только дать дешевый кредит для того, чтобы наладить производство этих изделий, но и создать целую группу юристов, которые должны охранять интеллектуальную собственность тех производителей, которые занимаются народными промыслами. И защищать ее не только здесь, не только в Якутии, естественно, не только в России, но и на китайском рынке. Идти против них в суд, если они используют эту интеллектуальную собственность и материалы. Ну вот говоря, опять же, про юристов и так далее, стоит поговорить и про грамотность самих предпринимателей, насколько они в защите своих прав стали грамотнее вот за последние 5 лет. Ну, я могу сказать, что какой-то прогресс есть, но мы пока еще не видим прорыва в этом направлении. Конечно, особенно малый и средний бизнес, ну уж не говоря о самозанятых, они до конца не знают своих прав. И пока вот мы, когда мы создавали институт уполномоченного, наша главная задача была добиться того, чтобы он был не нужен, наш институт, потому что предприниматели уже могут справляться без нас, и их права особенно не нарушают, но они знают свои права и умеют их защищать сами. К сожалению, институт пока развивается, существует, количество обращений пока к нам растет. И мы видим, что предприниматели пока еще не готовы самостоятельно защищать свои права не только тогда, когда там нужно выстроить новый бизнес, но и тогда, когда на них уже есть проблемы. Поэтому мы занимаемся и переподготовкой, и обучением. У нас есть и здесь, в Якутске, у нас есть приемная уполномоченная, куда каждый предприниматель может обратиться не только с жалобой на кого-то из государства, но и за советом, за консультацией. Поэтому мы вот развиваем это все, мы надеемся, что страна будет, создавая условия для развития частной инициативы бизнеса, будет способствовать тому, чтобы росла грамотность предпринимательская. Борис Юрьевич, у нас заканчивается время, буквально последние минуты. И вот в 2 словах, да, такой вот вопрос. С 1 мая по всей стране, в том числе в Якутии, повысился минимальный размер оплаты труда. У нас же к нему еще добавляются северные надбавки поверх этого МРОТа. Как вот считаете, есть ли риск, что многие предприниматели будут вынуждены в связи с этим платить своим работникам зарплату в конверте, что называется? Ну, к сожалению, это уже происходит. Я вынужден это констатировать. По нашим данным, порядка 26-27% зарплат платится в конвертах. Особенно, опять же, в малом и среднем бизнесе, потому что у нас очень высокие социальные налоги. Я думаю, что, конечно, вопрос о повышении минимальной заработной платы – это проблема, но надо снижать социальные налоги, страховые платежи, и тогда все будет намного прозрачнее. Борис Юрьевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо большое. Я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.